Будьте в курсе. Это передача, в которой мы будем вам говорить доступным языком обо всем, что связано с банковской сферой нашей страны. В наших выпусках мы расскажем вам о том, почему в Абхазии дорогие кредиты, почему периодически не работают банкоматы, в чем преимущество использования пластиковых карт и многое другое. Тема первого нашего выпуска – абхазские и российские пенсии. Давайте разбираться. Население Абхазии около 250 тысяч человек, из них чуть более 40 тысяч работающих граждан и около 50 тысяч пенсионеров. Каждый месяц большинство пенсионеров выстраиваются в длинные очереди в отделениях Сбербанка и перед банкоматами. Поступлению денег на карты пенсионеров предшествует длительный процесс, который состоит из нескольких этапов. Изначально формируется расчет заявки в отделах социального обеспечения районов и города Сухум. Расчет заявки потом пересылается в Министерство труда. Министерство труда сверяет эти расчет заявки, проверяет. И после этого расчет заявки поступает в Пенсионный фонд Республики Абхазия. И Пенсионный фонд занимается финансированием расчет заявок. Выплатой абхазских пенсий и социальных пособий занимается Управление социального обеспечения в каждом районе республики. Управление соцобеспечения – важное звено всей цепочки. Сотрудники управления ежемесячно готовят многотысячные списки получателей выплат. Сюда же пенсионеры приходят для регистрации или перерегистрации. В 2018 году общая сумма выплаченных пенсий и социальных пособий составила более 900 миллионов рублей. Эта сумма формируется из выплат по 39 социальным категориям – пенсионерам по старости, людям с инвалидностью разной степени, многодетным матерям и другим. Посредником между соцобеспечением и пенсионерами выступает Сбербанк Абхазии, который и занимается выдачей денежных средств. В течение первого дня мы обслуживаем около 8 тысяч человек. Буквально за 2 дня мы выдаем более 120 миллионов рублей. Это колоссальная нагрузка для наших банкоматов. По республике работает 28 банкоматов сберегательного банка, из них 7 находятся в Сухуме. В столице есть и 3 дополнительных офиса. Свою пенсию можно получить в каждом из них. В первый день выдачи пенсии сухумскими банкоматами выдается примерно 35-40 миллионов рублей, во второй день 30-35 и в третий до 25 миллионов рублей. Если вдруг пенсионер захочет снять в другом банкомате, там бывает снимается комиссия. Не бывает, она всегда там снимается 1%. К сожалению, в период пенсии инкассировать банкомат не самое выгодное занятие для банков, поэтому средства, которые инкассированы коммерческими банками, достаточно быстро заканчиваются, и работают только банкоматы сберегательного банка. Соответственно, в наших банкоматах комиссия не снимается, но здесь очереди всегда находятся. Если мимо проезжаете нашего банка, в день, когда начисление происходит, все банкоматы наши работают в максимальных режимах. Очереди перед банкоматами в день выдачи пенсии – уже привычное явление для жителей столицы. Сбербанк Абхазии выдает пенсии по графику. 18 числа каждого месяца ее получают жители Сухума и Сухумского района, 20 числа Гудаутского, 22 Гагрского и 24 числа пенсию получают жители Гулрипского, Ачимчирского, Ткварчалского и Галского районов. 18 числа в городе Сухум пенсия на банковские карты зачисляется только в 11 часов. Но пенсионеры уже с 9 часов выстраиваются в очередь. В этом нет необходимости, так как пенсионер в любое время может получить свою пенсию. У нас в головном отделении 2 банкомата, которые мы постоянно подкрепляем, потому что очень быстро снимают всю сумму пенсии. Там огромное количество, банкоматы работают практически на износ. 100 миллионов выдать там за один день для нас это достаточно сложная такая задача, но ежемесячно приходится с этим сталкиваться. В день выдачи пенсии уже с самого утра люди начинают собираться у банкоматов и офисов Сбербанка. К 11-12 часам дня, а деньги на карты пенсионерам поступают, как правило, именно в эти часы, уже собираются большие очереди. Например, начисление пенсии обычно происходит в день пенсии после 11 часов. Бывают случаи, когда задержка идет до 12. Помню, на моей памяти было один раз, где-то после часу было начисление. Там ужас, что творилось, конечно, все думали, что все, конец света наступил, деньги пропали. Но деньги никуда не пропали, они здесь находятся. Просто люди стоят на жаре, в очереди, тяжело, начинается паника какая-то, поднимается, и такие ситуации тоже бывают. Большинство у нас, к сожалению, населения не от хорошей жизни стоят у банкоматов и в первый же день пытаются все снять. Но, на мой взгляд, им легче было бы прийти через пару дней после начисления пенсии, когда основная волна спадает, столько уже людей не будет стоять в очереди,
поэтому им будет легче намного прийти в любой другой день. Мы поговорили с пенсионерами и попытались разузнать, почему они, несмотря на то, что денежные средства поступают ближе к обеду, выстраиваются в очереди уже с утра. Мы, потому что занимаем деньги сами в магазинах, продукты покупаем, да? Мы должны отдать вовремя. А жалко вот это, кто пропускает и не пропускает, охранник или как там. Их тоже жалко, правда? Они тоже живые. Да, слушай. Мы, один раз я туда там стояла, мы оскорбляем его, он нас. Мы выяснили, что многие из тех, кто приходят с утра, попросту боятся, что уже к вечеру банкоматы опустеют, и они не смогут снять свои деньги. Если бы были, человек мог прийти свободно в любое время, засунуть и вытащить свои деньги, здесь бы такого ажиотажа не было. Отслеживается ситуация нашими сотрудниками по наличию денежных средств в банкоматах. Когда они заканчиваются, в течение достаточно короткого времени они заново инкассируются. Очень интересные бывают лица, которые начинают небылицы рассказывать. Возможно, у них не хватает какого места в реальной жизни где-то рассказать какую-нибудь историю. Они начинают рассказывать, что какая-то произошла история, там у кого-то кому-то деньги не выдали. Потом начинаешь слушать, что говорят. Это вообще невозможно, не может соответствовать действительности. А люди начинают слушать, поднимается паника, что все, никогда больше деньги не смогут получить. Они пытаются банкомат взять штурмом. Такое тоже бывало. Хотя никогда не было такой ситуации, что они не смогли свои деньги снять. Люди тоже немножко создают такой ажиотаж. Он сейчас деньги прокручивает, и люди абсолютно не знают банковскую систему. Начинают придумывать всякую. Это потому, что мы не знаем. Да. Ну вот мы приходим, да, в 8 часов, мы стоим до 11. Пока нету. Потом мы уже сидим, где-то часов 12, начало 12 приносят эти. А здесь уже народ стоит, очень много народу. Пожилые люди, на палочке, на вот такие женщины стоят. Меня тоже сесть негде, ничего нет. Хоть лавочки сделали здесь. Хотя бы 2 лавочки поставить. 9 часов, чтобы начинали давать. Вот это по желанию. Желательно с вечера, конечно. Если не суббота, воскресенье, то желательно с вечера, чтобы ложили. Заправляли с вечера, утром, чтобы чтобы утром к 9 уже приходили. люди брали. Тогда уже легче будет. А так вовремя всегда дают. Уже к 16 часам картина перед банкоматами совсем другая. Людей намного меньше. Что делать, если вдруг пенсия не пришла вовремя? Или же на вашу карту поступила не та сумма? В таких случаях лучше сразу обратиться в управление социального обеспечения вашего района. Специалисты выяснят причину и обязательно помогут вам в решении проблемы. Есть люди, которые не получают пенсию, но они не получают только потому, что было распоряжение Кабинета министров, чтобы представили новые паспорта гражданина Республики Абхазия. Эти люди в количестве у нас 500 человек, где-то приблизительно, потому что каждый день цифра меняется, они могут принести паспорт и привезти, остановлены с 1 марта этого года. Пользуясь случаем, я хочу, чтобы люди, получившие новые паспорта и не получающие пенсию на сегодняшний день, обратились в управление соцобеспечения, предоставили эти паспорта, им будет начисляться пенсия. Но есть задержки по назначению новых дел. Человек первично обратился, и мы назначаем и формируем ему пенсионное дело и отправляем на проверку в министерство. В министерстве проходит какой-то этап проверки, потом они поступают к нам, и у нас уже идет выплата. И получается, где-то 2 месяца человек остается без пенсии. Но пенсия будет ему выплачиваться со дня обращения. Проблемы задержек по выплате российской пенсии не бывает. Что касается абхазской пенсии, то хоть и редко, но такое происходит. Причины этому могут быть разные. Списки пенсионеров и людей, получающих социальные выплаты, ведутся в собесах. Механизм, обработки у нас унифицированный. Получаем мы списки из собесов и обрабатываем их. В этих списках могут быть ошибки, например, неправильный номер счета или в фамилии может быть ошибка, в букве может быть ошибка. Потом мы держим связь с Министерством
соцобеспечения, и мы вместе с ними исправляем все эти ошибки. Ну, в 2018 году, в ноябре месяце, мы перешли на новое программное обеспечение. Вот. И, соответственно, нам нужно было наладить своевременное начисление пенсий. Связались с собесами. Сначала не нашли понимания, но потом удалось нам договориться, выстроить работу, потому что изначально списки были очень плохого качества. Когда мы столкнулись с этими списками, оказалось их около 700. То есть это 700 файликов, в которых может быть от одного человека до нескольких тысяч. Мы провели большую работу по, значит, идентификации всех людей в этих списках, чтобы сопоставить клиента банка и, соответственно, пенсионное дело в собесе. Присвоили счета, лицевые счета в банке, и эти списки уже передали в собесы, на основании которых они уже проводят свое начисление, значит, и передают их нам. Этот процесс не автоматизирован со стороны собесов. У них это все происходит в полуручном режиме. Вот. Соответственно, не исключены ошибки операторов. Представляете, счет 21 число. Может, раз сбилась какая-то цифра, и естественно, что уже в Сбербанке не пойдет. Ну, бывают такие человеческие факторы, но если человек не получил, он обращается, если это наша ошибка, то мы стараемся в тот же день ее исправить. Если происходит расхождение очень много глобального характера, что такое тоже бывает, то тогда мы отдаем эти списки на доработку, естественно, помогаем им восстановить эти данные, потому что единой базы данных нету. Когда это ведется все в электронных таблицах, где-то человека нового добавили, что-то сместилось, и, соответственно, суммы со счетами уже не совпадают, и не можем гарантировать того, что нужные люди, в смысле правильно, люди получат правильно свои выплаты. Мы планировали программное обеспечение, но, к сожалению, в связи с отсутствием нашего закона, пока нет у нас закона, мы не можем его запустить, потому что программа без закона не работает. Мы на сегодняшний день пользуемся законом от 90-го года СССРовским, которого уже давно нет. В мае текущего года дата выдачи пенсии совпала с выходными днями. Именно по этой причине ее перенесли на несколько дней и выдали пенсионерам в первый рабочий день. В общем, чтобы, как некоторые люди говорят, там, что 2-3 месяца таких проблем у пенсионного фонда не было. Отчисление в пенсионный фонд напрямую зависит от множества факторов. И первым делом зависит от заработных плат работающих людей, количество в общем по республике, от состояния экономики. И сказать, допустим, определенный район плохо сработал и поступление недостаточно, такого у нас никогда не было. Есть районы, на самом деле, которые дотационные, вот, но тем не менее по выплате это никак не отражается. Если город Сухум или там Гагринский район, у них по поступлениям, естественно, больше, и сказать, что они первым делом получают, это такого нет. Поступления в пенсионный фонд попадает в один только расчетный счет общий, и с которого идет финансирование по всем районам. У нас этот процесс буквально занимает пару часов, мы финансирование у нас идет очень быстро. Мы даже каждый месяц, когда идет выплата, мы с опережением всегда финансируем, чтобы люди вовремя получили. Перед тем, как деньги пенсионеров поступают на банковские карты, проходит еще один этап, который занимает около суток. Это переработка данных в кредитном отделе Сбербанка. В Сбербанке специально для пенсионеров был разработан кредитный продукт, который называется кредит пенсионный. Наши пенсионеры могут обратиться в Сбербанк и получить кредит в размере 10 пенсий единовременно. Этой услугой уже воспользовались более 5000 человек. После обработки с нашей стороны, когда деньги зачислены на счета уже пенсионеров, происходит еще момент списания задолженностей. Потому что у нас есть кредиты, поручительства, какие-то судебные обязательства и так далее. Соответственно, сотрудники кредитных управлений начинают проверять, есть ли у человека кредит. В данный момент эта ситуация уже автоматизирована, и поэтому занимает намного меньше времени. В течение одного дня, в принципе, они проводят эту проверку. Вот. Если у человека есть кредит, либо какие-то другие задолженности, эти денежные средства списываются в соответствии с договорами и тарифами. Вот. Остальные средства начисляются на счет карт.
Got a big plan, this mindset, maybe it's right at the right place and right time. Maybe tonight in a whisper or handshake, sending a sign. Wanna make out and kiss hard, wait, never mind. Late night in passing, mention it, flip to her best friend. It's no thing, maybe it slipped, but the slip turns to terror and a crush to like. Then she walked in, he froze. Здравствуйте, Беслан Владиславович. Здравствуйте. Разбираясь в теме, нам удалось получить ответы на ключевые вопросы, но некоторые вопросы у нас уже остались. Во-первых, хотелось бы выяснить, почему именно Сбербанк несет социальную функцию по выдаче пенсий и чем это регламентировано? Ну, как известно, Сбербанк Абхазии создан на базе Сбербанка Советского Союза, и это наследие, та инфраструктура, которая осталась после развала Советского Союза, легла в основу создания Сберегательного банка Республики Абхазия. Это единственный банк в Абхазии, который имеет такую широкую сеть филиалов, отделений во всех районах Абхазии. Исторически так сложилось, что Сберегательный банк продолжает нести эту миссию, выплачивая социальные и государственные функции нашим гражданам. Есть ли какая-то выгода от выдачи пенсии у Сбербанка? Ну, Сберегательный банк получает проценты по обслуживанию пенсионеров, но дело в том, что затраты по организации процесса выдачи пенсии, по перевозке денег, по содержанию огромного количества людей, которые получают зарплату, безусловно, эти затраты не окупаются. Поэтому в этом смысле Сберегательный банк несет прямые убытки по предоставлению таких услуг. Но мы понимаем, что это государственный банк, это не частный банк, и он не может руководствоваться исключительно целью максимизации прибыли. Поэтому именно процесс выдачи пенсии для граждан Абхазии – это социальное обязательство банка, в том числе перед нашими гражданами. Основная проблема – это длинные очереди в день получения пенсии. Помимо прочего, это связано с тем, что в городе недостаточно банкоматов. Планируется ли установить дополнительные банкоматы? А дело в том, что, к сожалению, увеличением числа банкоматов в очередь не избежишь. Это связано с тем, что мы в Абхазии выбрали путь, когда пенсия начисляется всем пенсионерам в один день. Более того, в конкретный час, приблизительно 11-12 часов дня. Например, в Российской Федерации каждый пенсионер знает дату получения пенсии, то есть не все пенсионеры России получают пенсию в один день в одно и то же время. Проблема заключается не в том, что эти очереди бесконечны, а проблема в том, что выдача организована единовременно, и большая часть людей желает получить пенсию в первые дни ее начисления. Но этот процесс, он может быть решен двумя способами. Либо он медленно будет решаться, да, из года в год. Мы видим, например, динамику. Если раньше, скажем, когда мы только вводили процесс выдачи пенсии, в первый день снимало до 70% пенсионеров пенсии. Сегодня число людей, кто желает снять пенсию, уменьшилось до 50%. То есть в перспективе, если идти по пути развития платежной инфраструктуры, то процесс снятия он будет не такой дискретный, то есть не в один день все будут приходить, и это может увеличиться. Более того, развивается культура платежей картами. То есть мы даже специально делали выборку и выделяли карты пенсионеров в Республике Абхазия. Мы видим, что из года в год число людей пенсионного возраста, кто получает пенсии на карты, пользуются картой не только для того, чтобы получить наличность с банкомата, но и для оплаты товаров и услуг в магазинах. И это первый вариант. Второй вариант решения, если вообще нужно будет решать, это только выдача пенсии там, по графику, уйти, например, как в других странах, не так, что в один день всей стране закидывают, значит, пенсию, а, соответственно, устанавливается индивидуальная дата выдачи каждому пенсионеру, то есть как бы искусственно вот эта нагрузка, она раскидывается на несколько рабочих дней. Но пока, в принципе, как бы так сложилось, что люди привыкли к 18 числу, мы значит, особо не хотим менять этот график, но если мы увидим, что нашим пенсионерам удобнее получать пенсию в разные дни, не в один день, чтобы не было, допустим, очередей, то, соответственно, мы будем пересматривать и продумывать, как же сделать так, чтобы людям было удобно. Только после того, как мы изучим настроение
наших пенсионеров, пожелания пенсионеров. Мы будем думать о том, что можно сделать для того, чтобы сделать их процесс получения пенсии более комфортным. Кстати, о пожеланиях. В рамках программы мы пообщались с пенсионерами в городе Сухум. И одним из пожеланий было установить скамейки возле банкоматов, где собираются очереди, потому что им тяжело, они сказали, стоять, и какие-то, может быть, навесы, которые защищают от солнца. Вот как вы это видите? Есть где-то возможность здесь, мы постарались учесть такие пожелания, сделали. Например, на проспекте проходимая территория, городская черта, тротуар, по сути, да, там стоят 2 лавочки. Но 2 лавочки стоят, там поместится всего 6 человек, чтобы сидели. А когда в день пенсии к отделению подходит 200-300 человек, ну, сложно представить, ну, можно еще 1-2, мы тоже об этом думали, где обустроить эти лавочки, чтобы люди могли сидеть. Но все равно, к сожалению, посадить там такое количество людей очень сложно. Мы сейчас думаем над проектом по организации пандусов для людей с ограниченными возможностями, чтобы банкоматы были в доступной зоне для них, потому что потребности растут, и сервисы должны увеличиваться, и банк тоже должен реагировать на эти запросы. Беслан Владиславович, плюс ко всему прочему, пенсионеры боятся, что они не смогут в другой день получить пенсию, что в банкомате не будет средств. Так ли это? Мы следим за тем, чтобы таких вещей не было, и, как правило, за редким исключением, до самого последнего пенсионера работают отделения. Сегодня у пенсионера появился выбор. Если раньше пенсионер вынужден был, не имея карты, получать пенсию именно в этом конкретном отделении, если он подъехал сюда и, допустим, закончился рабочий день и закончилась наличность, ему говорят: приходите завтра. Сегодня он абсолютно независим, у него на руках карта, на которой есть деньги, он начиная от ПСО, заканчивая ГАЛом, может в любой точке Сбербанка подойти, снять без процентов деньги. Если он хочет в банке, в отделении другого банка или в банкомате, за проценты может снять деньги, он может оплатить покупку свою, сделать, начиная, опять же, от ПСО до ГАЛа, вся территория Абхазии свободна. Возможностей, конечно, больше. И страхов, что пенсия не придет, пенсию не получат, и страха не должно быть, потому что мы выдаем ежемесячно около 400 миллионов рублей пенсии из месяца в месяц. В первую очередь банк, даже если будет дефицит денег, банк отложит все другие платежи, перестанет обслуживать клиентов, бизнес и так далее. А пенсионеры и зарплатники – это социально значимый вопрос, и, естественно, он решается. Спасибо, Беслан Владиславович. Спасибо, Георгий. А мне остается добавить, что мы будем продолжать отвечать на вопросы банковской сферы Абхазии, а вы смотрите нас в эфире Абхазского телевидения и будьте в курсе.